пространственного изображения. Нарисую условную линию горизонта. Она чуть выше середины листа. На этой линии поставлю условную точку схода. Я ее также обозначу буквой А. Определим ширину железнодорожной колеи на переднем плане. Примерно вот в таких пределах. И затем соединим двумя линиями эти точки. Определим высоту столбов на переднем плане и деревьев. Ну вот примерно такая высота первого столба. Затем проведу линию к точке А одну и другую. С этой стороны примерно высоту дерева. Также проведу одну линию и другую. Для лучшего рисунка можно провести еще линию обочины железнодорожного полотна. Здесь же можно расположить кустарники и траву. Затем проведем еще несколько линий по мере приближения к нижнему краю. Она слегка расширяется. Это будут рельсы. И горизонтальными линиями обозначим шпалы. На первом плане внизу листа они довольно широкие. По мере удаления от нижнего края листа они становятся уже. Расстояние между ними все меньше, меньше, меньше. И таким образом как бы растворяется где-то там, далеко на линии горизонта. Продолжу еще в стороны от одной рельсы и другой эти условные шпалы. Помогу себе еще дополнительными линиями в рисунке, вернее обозначение края этих шпал. И вот таким образом очень убедительно получается необходимый перспективный рисунок. Теперь нарисуем телеграфные столбы. Придам также толщину. И по мере приближения к точке схода эти столбы рисуются между двумя линиями. Нижней линией и верхней. Расстояние между столбами также сокращается. Здесь я немного неверно взял. Широковато. Сокращается. Столбы становятся тоньше и меньше по высоте. И в конце превращается в тонкую черточку. Также с деревьями. Вот я условно обозначаю крону дерева на первом плане. Придам толщину ствола. Кое-где обозначу короткими такими линиями крону и отдельные ветки этого дерева. Затем рисую еще одну линию. Вот видно, как она повторяется по принципу телеграфных столбов. То есть высота их становится меньше.
И чем дальше от первого дерева, тем крона не так четко прорисовывается и видно. Опять линия вертикальная, вокруг которой условная крона. Опять линия. Даже тут я рисую просто крону. И вот они сливаются практически. Даже на таком простом примере сразу видно и ощущается удаленность этих предметов по мере приближения к линии горизонта. Ну, можно дополнить еще деталями сам рисунок столбов, например, такими перемычками, проводами. Чем ближе к нижнему краю, тем рисунок должен быть более конкретный, обозначающий там и траву, кустарники, ну, что по замыслу вашему должно быть. Гравий, камешки, все здесь можно прорисовать. Только в нижней части листа. Чем дальше к линии горизонта, тем более обобщенно и не без деталей особых деталей прорисовываются все составляющие этой композиции. Также возле деревьев. Вот я передаю еще передний на первом плане шпали объем. Также можно бросить несколько, нарисовать камешков между шпалами. И у нас получается очень убедительный перспективный рисунок. А если еще придать свет и тень, то за несколько минут мы полностью изобразили объемно-пространственное изображение. Ну, дополню еще рисунок облаками. Здесь к верхнему краю они должны более крупные быть. Вот я показываю их. Чем дальше к линии горизонта, тем они становятся меньшими, более обобщенные. Вот это хорошо прорисовывается и видно вот на этих облачках. И вот совсем маленькие возле самой линии горизонта. Можно на первом плане, на дереве первого плана прорисовать отдельные листики, крону более четко и тщательно. Ну, это уже технический рисунок, а наша задача была познакомиться